Сегодня в театре имени Джалиля приступили к работе над комедийной оперой на музыку Доницетти «Любовный напиток». Концертный вариант был показан в июле во время завершения сезона. Ну а теперь на сцене оформления и солисты осваивают декорационное пространство. Все подробности в репортаже нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. История о приворотном зелье или эликсире любви, или чудодейственных пилюлях, или, элементарном возбудителе идет по жизни в самых разных транскрипциях. Осталась потомкам литературная основа француза Жена Скриба, музыка итальянца Гаэтано Доницетти и бесконечные варианты на тему любовных инсинуаций. Для кого-то напиток – это действительно чудодейственные капли, а может, это более прозаичные. Кончилась эпоха бури и натиска, когда режиссеры, делали свои, экзерсисы, и иногда удачные, иногда это все и мешало. Ретрограды говорили нет, опера это все-таки наслаждение. Это, вот. Мне показалось, что вот эту борьбу мнений можно было появить в спектакле. Петербургский режиссер Юрий Александров вновь продолжает увлекать артистов и зрителей в свой ассоциативный ряд прочтений классических сюжетов, препарируя эпохи и столетия. Микс прошлого и настоящего дает весьма неожиданный результат. Это весьма непросто продираться до зрителя, оглушая одних и вызывая умиление у других. Все стало проще и циничнее. И нам кажется, что вот эта борьба вот этих начал тоже в этом спектакле очень важна. Поэтому для меня, как для режиссера, есть какой-то второй, а может быть еще и третий план. 80 пар обуви а-ля эпоха барокко вкупе с резиновыми социалистическими кедами и кроссовками. Результат труда обувного цеха. Для заведующей Раисы Мухамадиевой и ее подопечных это в первую очередь освоение незнакомого материала. Поиск единства формы и стиля – весьма увлекательное путешествие, особенно когда встречаешь уже знакомых творцов. Музыкальным руководителем нового проекта становится голландский режиссер Винсент де Корт, который ставил в Казани в 2001 году свадьбу Фигаро Моцарта в стиле модерн. В новой постановке придется побороться разным эпохам, все только начинается. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир».